О, Астана. Метис, Это батя как? казах, мама полячка. Ну, вот эти языковые, как ходят там, язык, давай, говори по-казахски там. Ну, я считаю, что они нацисты. Вы видите, что я славянской национальности? Будьте добры разговаривать со мной на русском языке. Человек, вы обязаны говорить по-русски. Если вы хотите что-то узнать, говорите по-русски. Мен қазақша сөйлеймін А сізге. я русская. Ну, я считаю, что они нацисты. Потому что они говорят, типа, ты в Казахстане родился, ты должен на казахском разговаривать, обязан. Я ничего не обязан, по идее. Я слышал, да, есть такие, ходят. Здесь таких много, особенно вот южане. Они любят до этого придираться. Они, Да. допустим, с друзьями, вот, ну, сами по внешности мы на казахов похожи. Вот, допустим, мы по-русски разговариваем, идем. И вот шымкентские, допустим, мимо проходят. Они сразу такие, о, Орстар, типа, ну, типа русские, бля, сами типа казахи. Ну, начинают, короче, ну, с этого завязывается весь конфликт, получается. Просто потому что идешь и по-русски разговариваешь, и вот такие вот мамбеты подходят. Бля, это не только в столице. Это много где. Особенно если на юг поедешь, вот Шымкент, туда вот. Вот там вот это вообще изощренная херня. Там одному лучше, бля, русскому не ходить. Да, это ненормально, ну как бы стоишь на своем, обосновываешь им до талого. Ну, бля, им похер на это, они просто на своем стоят, типа, мен түсінбеймін меня, айтасың, типа, я тебя не понимаю, о чем ты говоришь, типа, мне похуй. У нас вот здесь вот, в Казахстане, допустим, вот северяне, вот, акцент другой получается, а вот Шымкент, у них другой акцент. Они когда разговаривают на казахском, их почти непонятно. Вот мне, допустим, непонятен их казахский язык. Потому что они когда разговаривают, у них как-то получается-то, хуй пойми, вот так. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я не понимаю толком, какое слово он сказал. Когда вот бабушки ходят, вот старенькие казахские, ну, казахи, шавалы, вот, ну, их не деды там, старые. Они тоже, допустим, где-то сидишь даже в общественном месте, и можно понять, что это шымкентский. Они сразу начинают обсирать русских. Сейчас молодежь, даже подрастающая, даже вот дети, когда бегают, они как, уже русских видят, они их просто матерят сразу. Вот из 90%, вот, допустим, тех, кто южане, даже из 100%, ну, процента 3-4 людей из них будут нормальными, которые, ну, адекватные люди, они понимают, что человек не может выучить казахский, или он не хочет его учить, то не надо. Ну, обычные, как мы, у них логика нормальная. А это, как сказать, ну, между собой просто доебаться решили, и все. Им не нравится то, что мы в Казахстане разговариваем на русском. Потому что на севере большинство людей, даже будь то казахи, как сказать, полнокровные, ну, полностью коренные казахи, вот, они разговаривают тоже на русском. И как бы без акцента. А на юге таких не встретишь казахов, чтобы он хорошо разговаривал на русском. Или хотя бы, ну, просто нормально разговаривал, так более-менее. Они все чисто на казахском разговаривают. И я что слышал, вот, допустим, вот русские, вот мы русские, вот, разговариваем на русском. Но вот знакомый один говорил, но он недавно в России видел, позапрошлом году вроде, в Москву вроде он видел. Он говорил то, что там, в Москве, ну вообще в России, немного другой русский. Не такой, по которому мы привыкли, а немного другой русский. И как бы есть тоже такие люди, которые, ну, типа говорят, ты не такой русский, как сказать, ну, уже в другом смысле плохо располагают уже к себе человека. Пиздец. Пиздец.